Наш культурный центр организовался с 2007 года. И с тех пор ежегодно, как и сегодня, 18 мая, мы проводим памятное мероприятие «Унутма» в дань памяти сотен тысяч жертв насильственной депортации нашего народа, умерших в муках, страданиях и лишениях, похороненных в чужой земле. В мае 1944 года по причине депортации в Казахстане оказалось около 4500 крымских татар. Мы все поддерживаем тесную связь с Крымом, которая с годами только укрепляется благодаря современным технологиям. И при всей огромной любви к нашей родине, Казахстану, где родилось и выросло не одно поколение крымских татар, мы не теряем надежду вернуться в Крым, на свою историческую родину. Сохранять свою национальную идентичность нам помогает общение на родном языке, поддержание, сохранение традиций, обычаев нашего народа. Kırım Tatar Milli Medeniyet Merkezimiz elbette ki bütün faaliyeti o'zimizin Kırım Tatar medeniyetini ve sanatına bağışlangan ve onu elbette ki biz kolumuzga alıp bu işlerin hepsini alıp baramız. Yaşlarımız o'zimizin ana vatan tilini bilmek için ve uların er vaqt tek bilemege biz borcluyuz. 18 Mayıs günü er vaqt bizim Kırım Tatar halkımızın ardından miting olup geçili, toplaşmalar olup geçili. Cümlemizge, halkımızga elbette ki Allah bizge nasip etsin, yollarımız açılsın. Ведь известен тот факт, что крымские татары не были депортированы в Киргизию. Так получилось, что крымские татары, находясь в тяжелых условиях в Узбекистане, в России, в Урале, в Таджикистане, в Казахстане, старались перебраться туда, где более-менее было легче. А в Киргизии не было комендантского режима. Связь с Крымом никогда не прекращалась. И по сей день. Люди общаются, ездят к родственникам, родственники приезжают сюда. Кроме того, здесь есть в Бишкеке актив крымских татар, который организует культурные мероприятия. Есть ансамбль танцевальный «Ветанамыз Крым». 18 мая каждого года, это уже этой традиции несколько десятилетий, наш народ собирается на старом городском кладбище. И все крымские татары, я думаю, хотят рано или поздно вернуться на свою историческую землю, на свою родину, к своим корням.